Добрый день! Сегодняшняя лекция посвящена Фаусту и двум протосюжетам мировой Фаустианы. В мировой культуре есть сюжеты и образы, которые закономерно повторяются в разные времена в литературе разных народов. И каждый раз они приобретают актуальное современное звучание и поднимают целый комплекс общечеловеческих, культурно-исторических, социально-политических, психологических, философских, эстетических, этических проблем. Оказалось, что подобные сюжеты и образы исследователи определяют их разными терминами: вечные, вековые, традиционные, архетипические, магистральные. Так вот, эти сюжеты и образы являются эстетическими катализаторами для моделирования и осмысления процессов современности. Среди традиционных образов мировой литературы одним из самых колоритных, загадочных и привлекательных является доктор Иоганн Фауст, немецкий чернокнижник, который продал душу дьяволу и пожертвовал вечностью ради познания и приходящих земных радостей. Сюжет о душепродавце возник в средние века, подытожив многочисленные европейские демонологические легенды разного происхождения. Из канонических книг Нового Завета, из апокрифов, житийной литературы, антипапских сочинений, историй об ученых, которые искали запретные знания. В дальнейшем они были перенесены на личность некоего реального Иоганна Георга Фауста, о котором достоверно известно, что он жил в Германии в первой половине XVI века и который прославился как неутомимый искатель истины, отважившийся на сделку с сатаной. В 1587 году произошло важнейшее событие в истории мировой Фаустианы. Была сделана первая литературная обработка всего материала о человеке во имя некой цели, пошедшего на договор с дьяволом. Во Франкфурте на Майне в издательстве Иоганна Шписа была опубликована немецкая народная книга «История о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике». Здесь была последовательно изложена история жизни и трагической гибели героя. Талантливый крестьянский сын, ставший доктором богословия, разочаровался в священном писании и ушел из лона церкви. Затем он занялся черной магией, вызвал из преисподней дьявола, заключил с ним сделку на 24 года. В результате ему доступно буквально все: глубины наука мироздания, невыразимые физические и интеллектуальные наслаждения, власть над прошлым и настоящим. При этом Шпис, а некоторые ученые считают, что Шпис был не просто издателем, но писателем, подчеркивает свободу самостоятельного выбора, который постоянно делает Фауст. Это обусловливает оценку описываемых событий. Фауст, сознательно отказавшийся от Бога и сознательно вступивший в союз со злыми духами, должен быть наказан погибелью души и тела. Он и сам осознает по мере того, как истекает срок договора, неотвратимость наказания. Поэтому символично звучат его слова: «Я умираю как добрый, но злой христианин». Так, в 1587 году сложилась фаустовская фабула, а книга Шписа стала первым протосюжетом мировой Фаустианы, то есть тем произведением, к которому восходят все последующие обработки фаустовского сюжета. Начиная с 1587 года, каждая эпоха стремится заново осмыслить легендарный образ, который приобретает ярко выраженные черты исторического времени, его философии, его идеологии, этики, эстетики. На протяжении 17-го, первой половины 18 веков
появились десятки немецких народных книг, как авторских, например, Видмана и Пфицера, так и анонимных, а также оперно-балетные претенциозные спектакли и кукольные комедии, посвященные Фаусту. В немецких народных фаустовских книгах речь шла о грешнике, чья судьба должна служить поучением и предостережением для всех истинно верующих христиан. В оперно-балетных представлениях образ Фауста подавался в стиле манерного придворного искусства. В кукольных постановках в традициях массовой культуры с ее пристрастием к феерии и буфонаде. Ситуация меняется в эпоху Просвещения, когда в середине XVIII века Лессинг в письмах о новейшей литературе и в набросках к своей трагедии «Фауст» заложил основы просветительской концепции образа Фауста как человека дерзновенного ума, молодого ученого, полного стремления к истине и обуреваемого жаждой познания. Вслед за Лессингом, открывшим новые горизонты фаустиане, к сюжету о Фаусту обратились представители бури и натиска Ленц, Мюллер, Клингер, которые трактовали Фауста как бурного гения, как мятежного индивидуалиста и сверхчеловека, выступившего против убожества современного ему филистерского мира. Намеченная Лессингом идея разработки сказания о Фаусте в духе гуманизма, веры в человека и его творческие силы, нашла наиболее полное художественное выражение в трагедии Иоганна Вольфганга фон Гёте «Фауст», где радикальным образом переосмыслен первый протосюжет и заложены основы нового фаустовского протосюжета. Именно гетовский «Фауст» после публикации трагедии в 1832 году будет влиять прямо, опосредованно, методом от противного на мировую фаустиану. Пожалуй, единственным исключением является роман «Доктор Фаустус» Томаса Манна, который опирался на фаустовский протосюжет 1587 года. Но исключение, как известно, подтверждает правило. Обратимся же к трагедии Гёте «Фауст». Более 60 лет прошло от возникновения замысла в 1768 году до завершения рукописи второй части в 1831 году. Многое случилось в европейской и мировой истории, культуре и литературе за это время. Великие потрясения, которые переживало человечество, духовные порывы эпохи, идейные и эстетические искания самого Гёте нашли отражение в его «Фаусте», который стал итоговым произведением века Просвещения, века разума. Гёте использовал основные составляющие фаустовской фабулы, но наполнил их новым содержанием и дал им принципиально новаторскую интерпретацию. Выделю несколько наиболее важных, с моей точки зрения, моментов. Первое. Содержание «Фауста» Гёте соотносится с Библией. Первая часть трагедии «Грехопадение» и «Потерянный рай». Вторая часть «Возвращенный рай». Гёте показал становление нового человека, историю нового Адама от грехопадения до очищения. Вместе с тем, история гётовского «Фауста» имеет отношение к ветхозаветному Иову. Во всяком случае, в одном из прологов, в экспозиции трагедии, такая же расстановка сил, как и в книге Иова. Бог против сатаны, арена борьбы, душа человеческая. Но Бог в пространстве гётовского космоса выступает символом просветительского разума. Второе. Одновременно с Гегелем
Гёте в философско-поэтической форме выразил идею о диалектическом единстве и борьбе противоположностей, создав двуединый образ Фауста и Мефистофеля, которые представляют собой два противоположных лика одной души. Следующее. Главная особенность произведения Гёте – это его политекстуальность. Здесь соседствуют сцены, выполненные в традициях кукольных представлений в средневековых ярмарочных балаганах, реалистические зарисовки будней и праздников провинциального немецкого городка, античная трагедия, рыцарский роман, утопия, мистерия и так далее. Гётовский Фауст – это чудесный сплав самых разных направлений, жанров и стилей, которые в единстве и составляют его неповторимую ауру. Наконец, гётовская история о чернокнижнике имеет глубокое философское содержание, связанное с осмыслением проблем человеческого бытования и бытия, жизни, смерти и бессмертия. И об этом скажу подробнее. Основной конфликт произведения – состязание Фауста и Мефистофеля. Их поединок в конечном счете оборачивается столкновением разных точек зрения на счастье и, следовательно, на смысл человеческого существования. Первоначальная установка Мефистофеля сделана в духе эпикурейского отношения к жизни. Горациева мудрость «carpe diem» – «лови момент». Вот принцип, который Мефистофель пытается сделать ведущим в жизни своего подопечного. Но Фауст, изведав телесные радости бытия, отвергает счастье как всего лишь физическое удовольствие. Тогда Мефистофель предлагает своему другу-врагу другие варианты счастья, один из которых, как ему кажется, обязательно вынудит Фауста произнести слова договора: «Остановись мгновенье, ты прекрасна». Тем самым Фауст признает победу сатаны и признает собственное поражение. И вот с этой целью Мефистофель искушает Фауста карьерой советника ученого при молодом легкомысленном императоре, помогает приблизиться к разгадке жизни природы и существа красоты, соединяет с Еленой Прекрасной, пытается увлечь войной как делом настоящих мужчин. Однако Фауст, присытившийся всеми приключениями и победами, разочаровавшийся в сиюминутных карьерных достижениях и плотских утехах, находит смысл бытия в другом. Он хочет создать рай земной для людей на морском побережье, подаренном ему императором. И он приказывает строить дворцы, возводить плотины, отвоевывать землю у моря, насаждать сады. Так в трагедию входит тема возвращенного рая, который на поверку оказывается иллюзией. Ибо построение небесного Иерусалима на земле невозможно, как невозможно обладание вечной женственностью. Фауст же уверен в обратном и в убеждении своем принимает желаемое за действительное. Слыша звон многочисленных лопат, он думает, что эта толпа рабочих осушает болотистую почву. Ослепший, он не подозревает, что на самом деле это лемуры роют ему могилу, а Мефистофель руководит постройкой домовины. Самое же трагическое во всей этой истории в том, что благие порывы Фауста, построение светлого будущего для всего народа, ведут к мученической смерти конкретных представителей этого народа – Филимона, Бавкиды, их случайного гостя. Так попытка созидания оборачивается разрушением, уничтожением, смертью. А Фауст приобретает отчетливо выраженные черты рыцаря печального образа. Однако, в отличие от Дон Кихота,
полностью устремленного в прошлое и пытающегося гальванизировать рыцарство, Фауст стремится приблизить своей деятельностью будущее. Именно поэтому поединок Фауста и Мефистофеля заканчивается моральной победой главного героя. Произнесенные Фаустом слова договора о прекрасном мгновении, которое надо остановить, не свидетельство его капитуляции. Напротив, в них звучит высшее торжество его творческой мысли, идея бесконечной борьбы, движения, преодоления застоя. И этот итог земной жизни героя Гёте удивительно гармонирует с представлением Фихте о назначении ученого и человека. Фауст – один из величайших зачинателей художественной культуры Германии, в которой исторически сложилось два протосюжета. Неисчерпаемые и универсальные, они определяют лицо мировой фаустианы. Благодарю вас за внимание.